здесь. Это что такое? О, ничего себе. Не успел я тут. О, это хороший идет. Вообще хороший. Стой, кто это? Ты кто? А, не. Маленький, но агрессивный. Ну, не сказать, что маленькая. Двушная щука, говорит, маленькая. Маленькая, но агрессивная. Рот открывай. Нету, значит, это не он. Отпускаем. Слава все ищет потерянную блесну, оторванную Я щуку. все равно ее найду. И у меня тоже ушла с этим самым, как его. Рано или поздно я его найду. Угу. Что-то он нападает, да нападает там. О, ничего себе. Взял. О, это хороший. Вообще хороший. Смотри-ка. Решил, пока тут леску решил заменить. Ух ты, ух ты. Ну, нормальный такой. Славина блесна рулит. Среднестатистический. Ну, 4. Я тут пока ложусь. Мы тут дубасим. Снова, да. Рот открывай. Там ничего нету. Блесны нету моей. Значит, это не он. Во! Ну все, давай, гуляй. До следующего раза. О! Куда? Гуляй до следующего раза. Все, щук переловил всех. Теперь начнем ловить белую рыбу. Белорыбицу. Дай подержу. Да, сейчас это разгребу. Сам разгребешь. Ну, сейчас. Так, надо так сделать, что Сколько таких стоит? 200 рублей. Где-то так. Вот. 300. Ну, под нашу рыбалку она подходит. Здесь просто, видишь, и мороз. И все, короче, в таком духе. Надо, чтобы железная она была такая, да, полностью? Не, ну она нормальная, она там просто, знаешь, леска попала под шпулю. И я начал, ну, туго крутилась. И я шестером смотрел, они такие там люминки смешные. А как туда шестерня? Эта леска попала? А вот туда заскочила. Блин, там направляющего-то нет никакого, да? Да. Так, ну что, опускаем нашего червячка на мормышечки. Неправильно сделал. В обратку сделал. Угу. Я думал, что она в двух положить, мне просто так удобнее было. Что она и так крутится. Так, что, перемотать все туда? Ага. Вроде кто-то клюнул. О, все. Может, живец. О, большеватый. Сорога, Слава клюнула. Тебе нужен такой живец? Такой не. Если на ночь его только порезать кусками, а на лиму попробовать поставить. Отпускай тогда, да? Да.
Одна, это не совсем живец, поэтому отпускаем. Ага. Есть на мормышечку. О, смотри. О, живец. Так, надо идти ставить. Можем туда вон крючок копить. На, иди ставь, я буду там туда, если поймаешь, буду туда копить. Да, пойду поставлю, то у меня ни одной жерлицы не стоит. На. И пойду там по кругу похожу. Может тоже. Да не, здесь надо на удочке живца ловить. На мормышке. Видишь, ловится же. Ну сейчас у тебя получше будет. Тогда я, может, тоже сюда ловить. Так, ребят, Слава поймал мне живца. Хоть одну жирицу заведите. Ради приличия. Самую близкую ставь, сразу поймается. А? Самую ближнюю ставь, сразу поймается. Ну, далеко не буду, зачем? Есть, еще одна. Еще один. Ну кидай, пока его в кастрюлю подготовлю. Ну, здесь замерзнет. Совсем маленький. Ну ладно, пойдет, наверное. Говорят, пойдет. Видимо, крючки маленькие у него. Вот такой вот. Маленько. Водичку нагреем. Пусть там на печке полежит. Ага. Идет. Но это хорошка идет, но она хорошая. Для живца-то великовато будет. Чуть-чуть поменьше бы. Ну ладно, пускай. Тоже попадется на такой. Большая возьмет щука. А? Ведро. А не, пускай пока, я пускай в запасе будет. Я сейчас хочу сюда подводить, зарядить. Чтобы мало ли. Где? Сейчас здесь под бережком, там метр глубины. Хочу парочку поставить. Ага. Щука. Щука? Щука взяла опять мою маленькую блесенку. Плохая щука. Есть зевник? Не, зевника нету. Ну, откройте мне антитулу. Так, достану его. Сейчас. Такая вот щучка взяла. В пасти ничего нету. Отпускай. Ну, красота, тут совала не отходя от палатки дубась, пока я там Да я пожарился. сижу, у меня тут клев перестал на удочку. Думаю, в чем дело? Сразу блесенку опускаю, и тут же сразу бах тебе. Дело-то все в щуках и червя, и в черве. Червя нет. Уже горит флажок. Ну давай, удачи. Вроде там уже флажок горит. Щука опять пришла. Не дает покоя мне. Пытаюсь ее заснять для вас.
Попробуем сейчас поклевку щуки снять. Бросок щуки на блесну, так сказать. Самую дефицитную рыбу я ловлю. Во. Самая дефицитная рыба у меня, ребята. Вот там мелочи очень много, и она прямо плавает вместе с щуками. Я раньше думал, что щука, если приплывает, то вся мелкая рыба шугается и уплывает от нее. Но оказалось, что это совсем не так. Сейчас я включу камеру, чтобы вы видели, что происходит на дне. О, вот это вообще хорошая рыба. Ох, вот на эту вот сейчас жерлицу, если поставить, то... Ай-яй-яй-яй-яй. Вся рыба будет моя. Но у меня жерлицы под такую не заточены, поэтому придется Володе отдать. У меня под крупную только. Угу. Взял окунь. Ну, хороший окунь. Неплохой. Не сказать, что мелкий. Вот. Смотрите. Такой вот окушок довольно приличных размеров взял. Стой, успокойся. Ну, конечно, окуня мы отпустим. На камеру засняло, как он берет. Он приплыл, всю мелочь распугал. И потом схватил приманку. Ну давай, дружок, сыпай. Так, у Володи там сиги клюют. Думаю, может быть, перетащить палатку. Ага. Есть. Нано-окунь. Хорошо. Поперла. Масть поперла, ребята. Можно будет на жерлице порыбачить. Ух, масть поперла. Угу. Идет нано-окунь. Ловим мелочь, пока есть время. Потом не будет. Потом замучаешься жерлицем бегать. Нет, щука наклонилась, смотрит, стоит за мормышкой. Что, Слав, шуста не появилась? Появилась. Да? Маленький. Потому что мне сига надо. Обязательно. Сига мне обязательно надо поймать. Здесь просто его нету, понимаешь? Тут вот такие вот тигры. Тебе нужны такие? Да пойдет на живца, что. Так.
Перебазировались на новое место с Володей. Сразу окунь взял. Фух, хоть сам сошел. Слава богу. Смотрите. Первый же заброс и сразу же откуда-то вдруг, как не возьмись, прискочил окунь. Иди отсюда. Ждет, стоит. Все, ушел. Интерес потерял. Ну чё, очередной горбач. Оп. Стоять. Вот. Опа. Только насадил свежего червяка. Тут особо червяк-то и не нужен. Ой, щука подошла. Щука подошла. Сейчас попробуем взять. Небольшая щучка. Мимо проплыла. Угу. Ну, видимо, есть не хочет она. Опять опускаем мормышку. Ух ты! Чуть-чуть не взяла мою мормышку, а? Ай! Взяла. Ух! Камеру потащила. Я заснял, как она берет мормышку. Камеру туда-сюда таскает. Туда-сюда. Опа. Стоять. Иди сюда потихоньку. Потихонечку. Не спеша. Выматываем. Щучку. Леска у нас тонкая, ребят. Поэтому... Так, она у нас окончательно запутала камеру. Запутала. Сейчас я ее возьму. Ну-ка, стоять. Ага. Взяли. Вот такая щучка зубастая у нас попалась. Причем заглотила хорошо. Как леска у нее между зубов выдержала, я даже не представляю. Сплюнула. Нормально. Ну вот, друзья,
Вот такая вот бандитка попалась на эту мормышечку. Вот. Вот она. Вот так вот. Тоненькую. Малюхонькую, как бусинка. Опять щука приплыла. Большая. Большущая. Сейчас возьмем. Сейчас мы ее возьмем. Какая бы она большая и страшная не была, придется ее поймать. Аккуратно, не торопимся. Опять камеру наматывает на себя. Опа. Когда вышло, уже отцепился сам. Во. Вот этот бандит. Ну-ка, рот открывай. Нету блесны. Вчера он утащил, здесь позавчера, то есть здесь щука в этом районе недалеко оборвала мои несколько чертиков и серебряную блесну от компании Уру. Блесна этой компании вы можете посмотреть на портале клёвая-рыбалка.рф. Это и много другое. И помните, покупая на портале клёвая-рыбалка.рф, вы помогаете мне снимать для вас отличные сюжеты. Всем спасибо. Опять щука подплыла. Оп, быстренько забрали у нее мормышку из-под носа. И опускаем блесенку. Посмотрим, как она будет реагировать. Что это? Не получилось. Промазала. Дубль 2. Я аж сам испугался. Как она резко хватает-то, а? Как она это резко делает. Самого аж ёкнуло тут. Фух. Не хотел бы я оказаться маленькой рыбкой. Но все рыбаки, наверное, в следующей жизни становятся маленькими рыбками. Опа! Вот это да, это что за номер? Это кто у нас? Опа. Руку чуть не порезал. Да это не маленький дядя идет-то. Это хороший дядя идет, ребята.
Это хороший дядя идет. Иди сюда. Потихоньку иди сюда. А лишь бы леска не порезалась об лед, об край льда или еще что-нибудь в том духе не случилось. Вот она. Фух. Остановись. Отпусти блесну. Фу. Моя маленькая бедная блюсенька. Вот этот дядя вот резко так взял. Ба! Ступай. Я тебя отпускаю. Забыл в рот посмотреть. Фу. Вдруг там мои блесенки находятся. Эх, как так, а? Кстати, удочка перехлестнулась с камерой, поэтому она где-то там. Итак, друзья, ну, довольно уловистая блесенка. Довольно хорошая и интересная у нее форма. Вот эту блесну я уже давным-давно использую. И вот эта блесна весит 6 граммов. Я хочу ее отдать ювелирной компании УРУ якутской, чтобы они сделали много серебряных вот таких вот блесенок и такой вот формы. Когда они это изготовят, мы это все выложим на портал клёваярыбалка.рф. У этой блесны очень хорошая игра. Сами видели, сколько много рыбы я на нее ловлю. А сейчас давайте порыбачим на приманке от Андрея Марара. Он сам тоже делает зимние блесна различные. Сейчас будем их испытывать. Значит так, дорогие друзья, сейчас я начну рыбачить вот на такую приманку. Эта приманка называется Бокоплав. Изготавливает ее Андрей Марар. Он есть у меня на портале клёваярыбалка.рф, его работы. И вот такие же бокоплавы тоже там есть. Посмотрите, это ручная работа. Игра этой приманки выглядит нечто подобное, что-то похожее на балансир. Здесь используется натуральный мех. Вот такой имеет крючок. Ну и здесь вот снизу тройничок. И рыбка это имитирует игру раненой рыбки. Ну и выглядит она, собственно, как маленькая рыбка. Давайте попробуем. Опа, что это? Соскочил. Но было красиво. Красиво. Ага, второй раз взял. Сейчас мне катушку сломает, наверное.